Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу о очень милых новостях из социальных сетей, а также новости с эко-сферы и события экологического характера, о агротуризме и выставке якутских художников в Москве, а также многое другое. Давайте начнем. Пожалуй, начнем этот выпуск с самых милых новостей из социальных сетей. Самый милый комментатор, пишут пользователи соцсетей. На видео сестренка восхищается своим братом, который, по ее мнению, круто колет дрова. В социальных сетях пишут, что девочка могла бы стать первым маленьким ребенком, блогером в Якутии, и желает, чтобы у каждого был такой человек, который так сильно гордится ним. Алана. Кадыгыт на хакутойдык на Диминубаем. Во. Во. На хакутойдык на Ди. А себе я хаханай самолет купите. Супер новость! В Якутске появилась первая эко-скамейка, которая полностью сделана из переработанного мусора. Для ее изготовления использовали пластик, который по количеству равен 5000 полиэтиленовых пакетов. Такой переработанный материал имеет множество преимуществ перед деревом, так как эко-скамья долговечна, она не гниет, не горит и всегда выглядит как новая. К тому же использование вторсырья помогает беречь природу. Экоактивисты Якутии в восторге. Эта новость собрала очень много положительных отзывов в социальных сетях. Знаете ли вы, что эко-направление очень активно распространяется и осознается в Якутии? К примеру, республиканская научно-исследовательская экологическая экспедиция Кюн-Эко стартовала в Верхневилюйском Улусе. В ней принимают участие научные сотрудники ведущих институтов республики, специалисты Минэкологии региона, учителя естественных предметов, а также школьники из 5 районов. На республиканском уровне эту экспедицию проводят в этом году впервые. Все участники выбирают свои направления самостоятельно. Кроме плановых полевых исследований, планируют экскурсионные программы с посещением краеведческих музеев. В первый день открытия лагеря школьников приняли в «Зеленые пионеры». Для детей, которые собрались в этом лагере из разных районов, улусов Вилюйского бассейна, один из самых главных важных вопросов – это вода. Качество воды нашей матушки Бяхотун-Бюлюй. Вот поэтому именно на данном семинаре я буду вести раздел по гидробиологии и гидрохимии, то есть по тем разделам, которые нам расскажут, в каком состоянии находится наша река Вилюй. Уже на протяжении 2 дней гости и жители Якутска любуются невероятно красивым малиновым, иногда даже огненным закатом. Некоторые говорят, что такой закат – это предвестник дождей. И действительно, уже 2-ю ночь льет в Якутске дождь. А так как по прогнозу синоптиков дожди продлятся, то, скорее всего, мы дальше будем любоваться этими закатами. А это прекрасный повод организовать атмосферную фотосессию. Вы знаете, что делать. «Копи смех к зиме». С таким интересным названием открылась выставка якутских художников в Московском музее современного искусства. Мой коллега побывал на выставке и познакомился с этими работами. Снег, время, олени, история, современные технологии. Художники из Якутии представили все разнообразие родного северного края в самых различных формах. Графика, живопись, инсталляции, видео. Посетители Московского музея современного искусства увидели нашу республику такой необычной и в то же время самобытной. Во многих работах отдается дань культуре, обычаям и традициям. Даже, например, работа «Архетип и мы», где собрано пальто, шуба из разных кусочков одежды, которая принадлежала мамам, бабушкам, прабабушкам художниц. Там задействованы также ювелирные какие-то украшения. И на самом деле это связь с природой и связь с зимой. Работы получились очень разные. И многие авторы, которые приглашены в проект, как будто бы не сговариваясь, говорят на одни темы.
времени, на темы осмысления своего места в культурном ландшафте Якутии, в целом страны, мира. Выставку готовили с прошлого года. В нее вошли работы художников 3 поколений. И все они говорят, что зима – это не время для меланхолии, а возможность для саморазвития, поиска новых смыслов и планов. Вот, например, работа «Молодость». Она рассказывает о стремлении познавать. Молодой человек, который еще не знает всех тягостей, но уже на том знании, которое у него есть, он ставит свои цели, все попробовать, узнать как, и как будто отсутствие страха этого, оно его наталкивает на разные поступки, которые потом складываются в опыт, но это уже со временем приходит. А на тот момент молодые люди много экспериментируют и наслаждаются жизнью. Московский музей современного искусства – это одна из самых престижных площадок в нашей стране. Некоторые художники ждут годами, чтобы показать в этих залах свои работы. И открытие выставки «Копи смех к зиме» только подтверждает факт, что в Якутии живут и творят авторы мирового уровня. Познакомиться с экспозицией можно до середины августа. Бесплатно. Максим Кардозу, Виктор Ольсов, Москва. Готовые развивать агротуризм в Якутии смогут получить грантовую федеральную поддержку по итогам конкурсного отбора. Комплект документов принимает Министерство сельского хозяйства региона до 25 июля. Далее направляет на федеральный отбор. В конкурсе могут участвовать хозяйства, которые занимаются рыболовством, разведением крупного рогатого скота, выращивают различные сельхозкультуры и предприниматели. Средства гранта могут быть расходованы на приобретение строительства, к примеру, модернизацию или реконструкцию средств размещения, объектов туристического показа, включая детские и развлекательные комплексы. Также грант предоставляется на приобретение и монтаж оборудования. Сумма грантов зависит от собственных средств заявителя. Например, предприниматель вкладывает 10% от суммы проекта, то он может получить 3 миллиона рублей. А если на счету есть 25% от суммы проекта, то поддержка может составлять 10 миллионов рублей. У нас должна быть обязательно собственности земля, потому что мы должны проработать, если мы получили грант, обязательно 5 лет, поэтому по освоению гранта. И земля у нас должна быть в собственности под базу или в аренде минимум на 5 лет. Приветствуется проект, если у нас многопрофильное производство, а также круглогодичность проекта, и плюс мы должны создать такие условия, чтобы на нашей производственной и туристской базе могли спокойно передвигаться люди, маломобильные люди, инвалиды и дети, и должны создать все эти условия. Иногда в программе News on Air я знакомлю вас с уникальными и очень интересными людьми нашей республики. Также и сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным человеком, машинистом тепловоза Сергеем Клюйко. В возрасте 17 лет было принято решение пойти учиться в Тынденский железнодорожный техникум, потому что хорошая профессия машиниста, стабильная, хорошая профессия. И потом мне просто понравилась сама эта профессия, понравилось работать машинистом, водить поезда, постоянно как-то в движении. Не офисный работник, а постоянно куда-то едешь, занимаешься полезным делом. Общий стаж у меня 10 лет. Закончил я в 2012 году. 5 лет я отработал помощником машиниста, и 5 лет я работаю машинистом тепловоза. Сложности в основном в графике работы, потому что графика как такового у тебя нету, так как тебе в любое время могут вызвать на работу. В 2 часа ночи, в 3 часа ночи, в 5 утра. И в чем сложность? То, что ты в одну сторону можешь не 12 часов ехать, а 12 часов едешь в одну сторону, плюс тебя меняют 3 часа, 4. И, в общем, в графике в основном тяжело работать. Нравится то, что он ответственный, да, ответственность берешь на себя полностью, все за людей, в принципе, которые за работников, за груз,
за помощника машиниста ты также ответственность берешь. Я везде езжу, везде закатанный, езжу на тынду, но в основном я на тынду езжу, Беркакит тында. Вот это основная моя деятельность. Уголь везем туда, обратно, вот груз. Также можем здесь работать по месту по Беркакиту. Беркакит угольная, Беркакит Чульбас ездим, Беркакит ЖДЯ, ГРЭС также ездим. Романтика профессии, ну, знаете, вот когда едешь просто, даже на тынду, ну, в тынду едешь, на тынду, красивые места видишь, как-то ты уже управляешь локомотивом как машиной. Вот, никакой сложности нету, уже как машиной управляешь. И, наверное, какое-то удовольствие даже получаешь от этого. От красивых мест, там, от природы. Ты постоянно другую картинку видишь. Если ты будешь в офисе работать, и вот в офисе постоянно с этими бумажками, ну, я не могу, я с ума сойду там. А тут, да, как-то, наверное, порой даже отдыхаешь. На этом наш выпуск подошел к концу, но мы с вами встретимся уже сегодня в 17 часов. А пока я предлагаю вам посмотреть бодрящий, освежающий ролик с экстремального вида спорта в Якутске — вейкборда.